Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости». В студии Насиба Гулямова. Здравствуйте. Сегодня, 24 мая, основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, с целью ознакомления ситуации в социально-экономических сферах, открытия ряда объектов различного назначения в сфере промышленности и сельского хозяйства, обслуживания новых учебных заведений, начало строительства других новых объектов и встречи с активистами и жителями прибыл в Дангаринский район Хатлонской области. 24 мая основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, с целью ознакомления ситуации в социально-экономических сферах, открытия ряда объектов различного назначения в сферах промышленности и сельского хозяйства, обслуживания новых учебных заведений, начало строительства других новых объектов и встречи с активистами и жителями прибыл в Дангаринский район Хатлонской области. Вначале президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в Дангаринском районе сдал в эксплуатацию новое здание среднего общеобразовательного учреждения номер 85 в селе Шахбур, селение имени Исмата Шарифа. Новое здание учебного заведения состоит из 2 этажей. Общая площадь земельного участка составляет около 1,64 гектара. На указанном земельном участке расположены одно двухэтажное учебное здание, котельная, топливный склад, бассейн для пожаротушения и оборудование для обеспечения электричеством. В целом новое здание учебного заведения рассчитано на 500 учащихся в 2 смены. В новой школе имеются различные предметные и компьютерные классы, оснащенные компьютерами и лабораторным оборудованием для проведения опытов. Для повышения интеллектуальных способностей учащихся в учреждении имеются шахматные классы, современная спортивная площадка и библиотека на 20 посадочных мест. Спортивная площадка учреждения оснащена оборудованием для закаливания организма, игр в футбол, волейбол и баскетбол. В прошлом ученики испытывали нехватку в учебных заведениях и отправлялись учиться из села Шахбур, селения Исмата Шарифа, в другое село. Ежегодное увеличение числа учащихся в селении Шахбур, селения Исмата Шарифа Дангаринского района и возрастание спроса на изучение современных наук постепенно удвоили необходимость создания такого учебного заведения. С учетом этого в 2023 году было начато строительство нового здания среднего общеобразовательного учреждения 85 с привлечением инвестиций. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, высоко оценил строительство здания, дал указания и поручения преподавателям по активному привлечению учащихся к образованию и воспитанию, их напутствию на путь самопознания и патриотизма. Новое здание общеобразовательного учреждения номер 85 построено в современном архитектурном стиле и украшено декоративными цветами и кустарниками. Открытие нового здания среднего общеобразовательного учреждения в селе Шахбур, селение имени Исмата Шарифа Дангаринского района проходит в рамках подготовки к великому национальному празднику 35-летию государственной независимости Республики Таджикистан, продолжение созидательного процесса в стране, что позволит учащимся осваивать знания в современных условиях. Создание условий позволит повысить заинтересованность подрастающего поколения к овладению точными науками в рамках 20-летия изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, оценил сдачу в эксплуатацию нового здания образовательного учреждения в рамках социальной политики правительства страны как важную для развития сферы образования и напутствовал подрастающее поколение на изучение современных наук. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в рамках своей рабочей поездки в Дангаринский район Хатлонской области в 15-й махале сельского джамуата Корез открыл новое современное здание Центра развития профессиональных навыков с общежитием, построенное в современном стиле и отвечающее национальным и международным стандартам. На базе центра в целях улучшения обслуживания молодежи и женщин планируется создать 3 новых центра развития навыков, которые будут оснащены необходимым оборудованием.
Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках своей рабочей поездки в Дангаринский район Хатлунской области, 15-й махале сельского джамуата Корес открыл новое современное здание Центра развития профессиональных навыков с общежитием, построенное в современном стиле и отвечающее национальным и международным стандартам. Здание Центра развития профессиональных навыков в Дангаринском районе построено на общей площади более 1 гектара и с затратой 35 миллионов самани. Условия, созданные в центре, позволяют проводить обучение 150 человек в одну смену, обучая тем самым более 1800 человек в год. Центр развития профессиональных навыков состоит из просторных учебных классов с 90 компьютерами, практических и многофункциональных залов, консультационных, санитарно-гигиенических, административных кабинетов, конференц-зала на 135 мест и других вспомогательных помещений. Благоустроенный современный объект построен в рамках указаний поручения лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в честь великого национального праздника 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан с целью обеспечения и создания новых рабочих мест, повышения профессиональных навыков и обеспечения постоянной занятости населения. Центр развития профессиональных навыков в Дангаринском районе состоит из 4-этажного учебного корпуса и 4-этажного общежития. Строительство объекта начато в августе 2022 года и завершено с высоким качеством и в сроки. После сдачи в эксплуатацию центра 70 человек обеспечены постоянными рабочими местами. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, был проинформирован, что в центре наряду с обучением 5 профессиям, в том числе специалист по переработке фруктов и овощей, мастер по ремонту сельскохозяйственной техники, руководитель дихканского хозяйства, мастер по ремонту бытовых приборов. Также налажено освоение иностранных языков, таких как английский, русский и корейский. Каждый учащийся после окончания учебы получит международный сертификат. На базе центра в целях улучшения обслуживания молодежи и женщин планируется создать 3 новых центра развития навыков, которые будут оснащены необходимым оборудованием. В центре проводятся теоретические и практические занятия. Условия, созданные в центре, позволяют независимо от возраста тем, у кого есть желание и стремление стать профессионалом, пройти обучение. Созданный объект оснащен всем необходимым оборудованием и аксессуарами, установлены камеры видеонаблюдения. Наряду с этим внутри здания создан Центр по уходу за детьми и общежитие на 130 спальных мест, состоящие из 57 комнат. Общая площадь земельного участка центра составляет более 1 гектара. В центре обучение профессиональным навыкам налажено по согласованию с отраслевыми ассоциациями. Новые образовательные программы рассчитаны на более короткий, чем обычно, период обучения для нуждающихся групп населения, которые не могут позволить себе оплачивать обучение или тратить время на программу ТИКТО на дневной основе. Для стимулирования женщин к участию в образовательном процессе женщинам учащимся предоставляется бесплатный уход за детьми и стипендии. Заработная плата учителей в центре составляет до 5500 самани. Предлагаются консультации по обеспечению работой с использованием современной информационной коммуникационной технологии ТИК и необходимых инструментов, предназначенных для проверки способностей. Также во дворе современного здания создана футбольная площадка, а окрестность украшена разноцветными сезонными цветами. Аудитории и другие вспомогательные кабинеты подключены к системе теплоснабжения. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе ознакомления с созданным объектом дал конкретные указания и поручения ответственным лицам для постоянного трудоустройства населения и подготовки специалистов, отвечающих требованиям рынка труда внутри страны и за ее пределами. Глава государства подчеркнул, что такие оснащенные центры по освоению профессий должны быть созданы по всей стране. Это предложение с удовлетворением воспринято партнерами по развитию. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в продолжении своей рабочей поездки в Дангаринский район заложил камень, фундамент строительства филиала Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана. Здесь же лидеру нации, президенту Республики Таджикистан,
Уважаемому Эмомали Рахмону был представлен план строительства уже строящихся объектов. Это одно 9-этажное, 2 7-этажных и 2 4-этажных здания. Филиала Международного университета туризма и предпринимательства, рассчитанного на 3500 студентов в одну смену. После его сдачи в эксплуатацию на первом этапе будут обеспечены работой 400 человек. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в продолжение своей рабочей поездки в Дангаринский район заложил фундамент строительства филиала Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана. Здесь же лидеру нации, президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Рахмону, был представлен план строительства строящихся объектов одного 9-этажного, 2 7-этажных и 2 4-этажных зданий. В ходе представления проекта филиала Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана в Дангаринском районе Хатунской области было сообщено, что строительство объекта является требованием времени. Этот новый объект сферы образования рассчитан на 3500 студентов в смену. После его сдачи в эксплуатацию на первом этапе будут обеспечены работой 400 человек. Фасад здания будет украшен современным дизайном. Наряду с учебными классами филиал Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана в Дангаринском районе будет состоять из общежития, конференц-зала, научно-электронной библиотеки, лабораторий, центров, технологического парка, спортзала, столовой и других вспомогательных объектов. Было сообщено, что на основе проекта в общежитии учреждения будут созданы современные условия для 2500 студентов. Новый комплекс сферы науки и образования будет построен в рамках созидательных мероприятий в честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан современным дизайном и в соответствии с национальными и международными стандартами в сфере образовательной политики лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, с целью дальнейшего повышения качества обучения и воспитания в соответствии с требованиями современного мира с использованием зеленой технологии. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, дал конкретное поручение ответственным лицам по качественному завершению строительных работ на строящихся объектах и привлечению местных рабочих в процесс работ. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в ходе рабочей поездки в Дангаринский район открыл многопрофильный центр здоровья района. Этот центр построен на основе постоянной поддержки правительства Республики Таджикистан с привлечением инвестиций из средств Исламского банка развития. В ходе ознакомления лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, проинформировали, что медицинское учреждение построено на площади 1 гектар земли и состоит из 153 рабочих кабинетов, 3 аптек, 5 операционных, стоматологического центра с новыми технологиями, 40 лабораторий, оснащенных современным медицинским оборудованием. В настоящее время в центре работают 475 сотрудников, более половины из которых составляют женщины. Центр здоровья состоит из 3 корпусов, 6-этажных боковых корпусов и 7-этажного центрального здания. Центр здоровья имеет комплексные диагностические и лечебные возможности и одновременно оказывает медицинские услуги 700 нуждающимся. Центр располагает медицинским оборудованием, которое с помощью исследования крови выявляет более 30 видов заболеваний. Напомню, 26 апреля 2023 года глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе рабочей поездки в Дангаринский район лично ознакомился с ходом строительных работ в здании многопрофильного медицинского центра района и дал конкретные поручения рабочим и специалистам по качественному завершению работ. Для точной диагностики заболеваний в больнице установлены цифровые аппараты томографии и рентгена. На базе больницы создана кафедра лечебных и педиатрических дисциплин для исследования и изучения проблем медицины и применения теории на практике. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон открыл здание школы-интерната в селе Гаргара, селение Корес Дангаринского района.
24 мая основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, открыл здание школы-интерната в селе Гаргара, селения Корес Дангаринского района. Современный объект состоит из 2 этажей, рассчитан на более чем 600 учащихся. Учебное заведение состоит из оборудованных предметных классов, лаборатории, библиотеки и читального зала. Современное здание школы-интерната построено с привлечением иностранных инвестиций, арабских вспомогательных учреждений и при активном участии группы местных предпринимателей. В социальном учреждении имеются конференц-зал на 266 посадочных мест, столовая, медицинский пункт и просторный тренажерный зал. Учащиеся могут осваивать различные ремесла наряду с обучением на занятиях по трудовому воспитанию. Также в заведении имеется современное общежитие на 200 человек. В каждой комнате предусмотрены современные возможности для проживания подростков и подготовки к занятиям. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, поручил учителям и подросткам целенаправленно использовать современные условия, овладеть точными науками, изучать иностранные языки и в будущем служить во благо государства и нации в качестве одаренных кадров с чувством самосознания. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в рамках рабочей поездки в Дангаринский район в селе Гаргара, селение Корес, сдал в эксплуатацию производственный цех «Мушки-Модар», сняв покрывало символической таблички. В цехе села Гаргара Дангаринского района более 30 местных жителей обеспечены постоянной работой и достойной заработной платой. Цех в сутки имеет возможность производить более 2 тонн различной продукции, включая мыло и другие виды моющих средств. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, высоко оценил качество продукции недавно построенного цеха в селе Гаргара и дал полезные рекомендации предпринимателям и работникам по увеличению объема производства и экспорта отечественной продукции. В Дангаринском районе основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, сдал в эксплуатацию общество с ограниченной ответственностью «Усто Файзали». Деятельность промышленного предприятия на основе новых технологий направлена на переработку древесины и производство мебели. На нем работают 30 местных жителей. Технология предприятия импортирована из Турции. В дальнейшем будут производиться и предлагаться покупателям столы, стулья, книжные шкафы различных размеров. Здесь же президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, ознакомился с образцами продукции предприятия. Изделия из дерева и пластика предприятия предлагаются с учетом требований современного дизайна. В дальнейшем жители городов и районов Хатлонской области и других регионов страны смогут получать различные виды качественной продукции от общества с ограниченной ответственностью «Усто Файзали». Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в рамках рабочей поездки в Дангаринский район в селе Гаргара, селение Корес, открыл площадь государственного флага. 24 мая основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в рамках рабочей поездки в Дангаринский район в селе Гаргара, селение Корес, открыл площадь государственного флага. Площадь государственного флага в живописном месте центра селения Гаргара Дангаринского района была создана группой патриотически настроенных и предприимчивых предпринимателей на основе указаний и поручений лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в знак уважения и почитания национальных святынь. Здесь в торжественной обстановке с исполнением государственного гимна был поднят государственный флаг Республики Таджикистан. Флагшток государственного флага имеет высоту 54 метра, длина полотна национального флага составляет 14 метров, ширина 7 метров. На территории сквера государственного флага установлен современный фонтан, который придает местности дополнительную красоту. В период государственной независимости на основе указаний и поручений
поручений лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в центрах и селах городов и районов страны открываются площади государственного флага Таджикистана с целью почитания национальных святынь и повышения чувства патриотизма и национального самосознания в сердцах граждан страны, особенно подростков и молодежи. Национальные святыни являются источником гордости и чести жителей страны, побуждают каждого любить родину и защищать эту исконную раеподобную землю наших предков. Защита государственной независимости, национальная гордость, верность цивилизации и культуре предков, созидательные работы во имя развития и прогресса независимого Таджикистана являются обязанностью каждого патриотически настроенного жителя. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал открытие площади государственного флага в селе Гаргара Дангаринского района символом представления славного таджикского государства и нации на международной арене и в рамках подготовки к великому национальному празднику 35-летию государственной независимости ценным подарком для жителей, особенно подростков и молодежи. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в центре села Гаргара Дангаринского района сразу после сдачи в эксплуатацию сквера и площади государственного флага сдал в эксплуатацию новое здание лечебно-диагностического центра. Лечебно-диагностический центр построен группой отечественных предпринимателей. Здание отдела госпитализации рассчитано здесь на 37 коек и имеет благоприятные условия для приема и лечения пациентов. В лечебно-диагностическом центре работой обеспечены 20 местных специалистов. Главное здание центра состоит из 2 этажей, подвала, имеет 25 рабочих кабинетов. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе ознакомления дал конкретные поручения ответственным лицам по улучшению уровня медицинского обслуживания сельского населения. Ну и необходимо отметить, что до сих пор отсутствие вот такого вот диагностического и лечебного центра создавало много проблем для жителей района. Теперь же созданием условий существующие проблемы будут устранены, а медицинское обслуживание будет налажено в соответствии с современными требованиями. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в ходе рабочей поездки в Дангаринский район Хатлонской области в селе Якатут, селение Корес, сдал официальный старт деятельности культурно-развлекательного комплекса «Насими Диор». Объект построен группой местных предпринимателей в честь великого национального праздника 35-й годовщины государственной независимости Таджикистана. На территории комплекса построены детская игровая площадка, футбольный стадион на 840 мест и ресторан на 150 мест. Стадион комплекса построен на основе реализации государственной программы развития футбола на 2022-2026 годы. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Я благодарю вас за внимание. Будьте здоровы и оставайтесь с нами.